В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшек-Шара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии новый премьер Беслан Барцыц возглавил правительство страны. Последствия устраняются. Коммунальные службы Сухума приводят в порядок дороги столицы. Приняли трудовой кодекс и ушли в отпуск. Заседание сессии парламента. Рауль Хаджимба представил Кабинету министров нового главу правительства. Указом президента назначен Беслан Барцыц премьер-министром Республики Абхазия, ранее занимавший должность руководителя администрации президента. В течение короткого времени новый премьер должен утвердить структуру и персональный состав Кабинета министров. Рауль Хаджимба заявил, что в составе правительства республики произойдут изменения. Премьер-министр Абхазии Беслан Барцыц выразил благодарность президенту за оказанное доверие и подчеркнул, что понимает, с какими трудностями ему и членам Кабинета министров придется столкнуться. Я подписал указ о премьер-министре Республики Абхазия, который говорит о том, что премьер-министром будет назначен Беслан Барцыц Константинович, которого вы знаете. И я надеюсь, что вам всем вместе придется работать длительное время. И в соответствии с этим указом премьер-министру предстоит в кратчайший срок представить структуру и персональный состав Кабинета министров. Будут перемены, об этом я говорил ранее. И никто не должен возмущаться, а продолжать работать во благо нашей страны в каких-то других местах. И это то, что бывает в нормальном цивилизованном государстве. А не уходить и бежать сразу в оппозиционные круги. Если есть что сказать, говорить, продолжайте. А те, кто останутся, будут работать во благо нашей страны. Вместе с теми, кто уйдет, если таковое желание будет, работать где-то в других местах. Я слышу разные голоса. За 2 года президент поменял уже нескольких премьеров. Будем менять столько раз, сколько нужно будет, пока не будет эффективного и положительного результата. Я надеюсь на то, что в данной ситуации, я как-то проговорился, когда проводил последнюю встречу с журналистами, будет молодой, энергичный человек. Надеюсь на то, что хватит у вас у всех понимания к тому, что здесь достаточно значительный молодой коллектив, и нам надо всем сделать так, чтобы наше государство состоялось. С 2014 года, Рауль Джубович, как вы приступили к своим обязанностям, расформировано правительство, работаем в нелегких условиях. Но сегодня особо тяжелая, конечно, ситуация в стране. Я имею в виду внешний фактор и внутреннюю обстановку, конечно. Поэтому, Беслан Константинович, от всей души желаю тебе удачи. Я думаю, Кабинет министров будет стоять рядом, будем стоять горой, делать нелегкие времена. Нам всем приходится работать, но тем не менее за нас, нашу страну никто не построит. Поэтому от всей души тебе удачи, всего тебе хорошего. Но мы, кажется, если будем нужны и полезны, я думаю, что всегда поддержим, встанем рядом. Уважаемый президент, уважаемые члены Кабинета министров, прежде всего, конечно же, благодарен за оказанное доверие, понимаю степень ответственности, которая возлагается на меня, но убежден в том, что мы сможем поставить работу Кабинета министров таким образом, как того требует нынешнее время. Президент требует динамики в работе, качества в работе Кабинета министров. И благодаря усилиям всех членов Кабинета министров, я думаю, что мы справимся с поставленными задачами. Беслану Барцыц 38 лет. Он уроженец города Гагра, выпускник юридического факультета АГУ. С 2007 по 2009 годы работал помощником вице-президента Республики Абхазия. В 2012 году был избран депутатом парламента Абхазии. В 2014 году назначен главой администрации Гагарского района. Женат, отец 2 сыновей.
Президент Рауль Хаджиба подписал указ об освобождении Беслана Барцеца от должности руководителя администрации президента Абхазии в связи с переходом на другую работу. Этим же указом исполнение обязанностей руководителя администрации президента республики возложены на первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамба. В Сухуме прошел общегородской субботник. Решение о его проведении было принято городским штабом по устранению последствий стихийного бедствия. Правда, на призыв откликнулись немногие, но коммунальные службы, работая круглосуточно, постепенно приводят в порядок улицы столицы. Ситуацию в Сухумском медицинском колледже трудно описать словами. С четверга преподаватели убирают помещения, но к этому времени им удалось отмыть только холл. Аудитории, библиотека, спортзал – везде вода. Сотрудники МЧС пытаются помочь преподавателям училища смыть засохшую грязь, чтобы хоть как-то подойти к зданию. Больно на душе, потому что вот такое происходит. Да, это везде, по всей Абхазии такая стихия, но нам больно еще потому, что мы весь этот ремонт, который вот сейчас вы видите, косметический, сделали своими силами. Помогали родители, последние вот эти вот 6 лет, копейку в копейку, где-то в колледж вкладывал, родители помогали, и вот такое вот мы сделали. А сейчас вот вчера зашли, на самом деле хотелось плакать. По всей видимости, в училище предстоят и восстановительные работы. Местами в аудиториях провалился пол. Речь даже идет о том, чтобы отложить начало учебного года, запланированное на 5 сентября. В пятницу с утра все управления администрации столицы вышли на уборку улиц. Первым делом надо избавить улицы от ила, и только потом можно мыть асфальт. У нас расписаны мероприятия, где нужно оказывать помощь. То есть распределены солдаты по улицам, мы зачищаем ил, потому что мыть с МЧС полное взаимодействие, они ждут наших согласований, где приступать к мойке, потому что не зачистив ил, мыть бесполезно, он перекатится с одного в другое, забьет нам решетки и создаст еще больше проблем. Поэтому, если видите, то у нас допоздна работали люди, и сегодня пораньше с утра они вышли, кучки вы, наверное, заметили, то есть это везде зачищается ил, и далее МЧС начнет промывать. Улица Гумская – одна из наиболее пострадавших в Сухуме. Сегодня это гора из песков и камней, кусков асфальта на проезжей части. Машины разъезжаются с трудом, а пешеходам и вовсе не пройти. В данный момент проводятся работы по очистке ее от наносов, которые принесла река, гравия. И также местами, где был поврежден рекой асфальт, мы снимаем в данный момент этот слой асфальта, чтобы возобновить нормальное движение, чтобы машины могли нормально двигаться по данной улице. И будут засыпаться те ямы, которые промыла река своим течением. Я думаю, что сегодня мы эту дорогу от мусора и от грязи, и от этих асфальтных кусков уберем. На набережной столицы ситуация немного лучше. Работники коммунальной службы убирают здесь с утра, и уже есть результат. Набережная практически очищена от мусора, осталось вымыть улицу. В помощь коммунальщикам вышли и работники близлежащих гостиниц и магазинов. Они своими усилиями стараются устранить последствия наводнения. Только так можно помочь Сухуму вернуть прежний облик. Амрамич, Бальбина Жиб, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Ликвидация последствий наводнения в Сухуме и Сухумском районе – тема совещания в правительстве, которое провел исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзинба. Все государственные структуры задействованы в процессе ликвидации последствий стихии. Пострадавшие районы получат дотации. Репортаж Нисфы Аршба. Государство еще не успело подсчитать ущерб от предыдущих чрезвычайных ситуаций, как случилось новое. В этот раз масштаб стихии был не столь велик, но мощнее. Пострадали Сухум и Сухумский район. И энергетикам, и коммунальщикам, и всем остальным. На самом деле, от всей души большое спасибо. Спасибо всем службам, чрезвычайной ситуации, министерству, которые посильную помощь оказывали, наша армия. К сожалению, мы не могли в прошлом году сесть и предвидеть, что 3 августа выпадет за 3 часа в 2 раза больше осадков, чем в месяц, и что будет затопить, это не предвидеть. Ситуация в столице наиболее сложная. Именно здесь самое большее количество пострадавших домовладений. Во многих многоэтажных домах предстоит заменить кровли. Шамиль Адзинба поручил соответствующим службам усилить работу и предоставить подробную информацию об ущербе.
Все коммунальные аварийные службы Сухума ведут усиленную работу по устранению последствий стихии. На данный момент полностью восстановлено электроснабжение и водоснабжение, транспортное сообщение. Ведутся работы по расчистке города. Сейчас задача стоит привести город в порядок настолько, насколько это возможно. В настоящий момент коммунальные службы ведут уборку города. Сейчас начинаем с основных транспортных артерий в городе, да, с набережной, то есть визитная карточка нашего города, и потихонечку будем выходить на периферию. В Сухумском районе всем 10 селам нанесен ущерб. Размыто около 40 километров дороги. До сих пор остается заблокированным поселок в Мшере. Размыты на данный момент по различным оценкам порядка 40 километров автомобильных дорог проселочных. Повторно заблокирован поселок, люди оторваны от жизнеобеспечения. По нашему глубокому убеждению нужен системный подход в решении этих вопросов. Произошло уникальное явление – локальное выпадение большого количества осадков. Прогнозировать это практически невозможно, тем более, когда в стране нет собственной метеостанции, уверен главный метеоролог страны. Левард Барцыц проинформировал правительство о том, что предсказать подобную стихию не смогли даже российские коллеги, с которыми абхазские метеорологи работают во взаимодействии. Участники заседания предложили исполняющему обязанности премьер-министра Шамилю Адзенба создать при правительстве страны штаб по ликвидации последствий стихии. Низ Фаршба, Беслан Шхинджери, Абхазское телевидение. Сразу после совещания Шамиль Адзенба посетил наиболее пострадавшие от разгула стихии районы города. Репортаж Ренаты Шакая. Первым делом исполняющий обязанности премьера Шамиль Адзенба посетил улицу Гумская. Сейчас сложно поверить в то, что вот эта с виду безобидная речушка могла вывернуть весь асфальт наизнанку. Хоть коммунальные службы уже несколько дней работают в экстренном режиме, последствия стихии видны практически везде. А дальше, то, что касается восстановления дорожного полотна, мы будем садиться, рассчитывать ориентировочную стоимость восстановительных работ и уже будем совместно с кабинетом министров. Это все, что асфальт и так далее, это все надо максимально вычистить, убрать. Понятно, что мы за один день асфальт положить не сможем. Понятно. Но обеспечить, чтобы машины ездили, грунтовку сделать, подсыпать щебенкой и так далее. Пускай будет грунтовая, но ровная дорога, чтобы люди могли ездить. Дорогу разрушила так, будто ее никогда и не было здесь. Сейчас техника расчищает проезжие части. Те участки, которые успели расчистить, уже засыпаны щебнем. Скажите, пожалуйста, вот сейчас здесь смыло. Но потому что асфальт положить, это смета, это финансирование, это время. Вот сейчас как-то вот щебенкой как-то выровнять, утрамбовать. Мы заезжали, видели, мы ее завезли и сразу же, да. Вот то, что часть сделали уже дороги по сравнению со вчерашним, мы уже как бы ее засыпаем. На помощь коммунальному управлению брошены все силы. Это и сотрудники МЧС, и военнослужащие, которые с утра разбирают завалы. Бурным потоком шла вода по улице Адыгейская, снося все на своем пути. Заборы, мостики заливало первые этажи домов. Оборванные электропровода, поваленные деревья. Так сегодня выглядит эта улица. Нукзар Квикискери, пытаясь спасти свой автомобиль, оставил его на открытой площадке. Но шедшая со всех сторон вода обрушила бетонные стены, под одной из которых и осталась его машина. Ему не удалось спасти мебель, бытовую технику. Вода унесла все. Река шла, река. Тут невозможно было выйти. Ну, чтобы вы знали, сегодня вот мы собрались. Хорошо, не, а вот на Адыгейской... Конечно, просто не оставьте нас без внимания. Все правоправо выйдут, не спят, ходят по людям, записывают. Дальше уже будем по возможности. На обратном пути Шамиль Адзенба посетил складские помещения фирмы «Дорож», которые также пострадали от стихии. Если в ночь с 3 по 4 августа центр города тонул, то новый район столицы спасался от ветра. Крыши нескольких многоэтажек сорваны, деревья повалены. Необходимые работы по расчистке дворов и улиц уже проведены. В ближайшее время заменят и кровлю. По завершению рабочей поездки исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзенба сообщил, что в выходные дни все службы столицы будут работать в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихийного бедствия. Рената Шакая, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.
На заседании сессии Народного собрания во втором окончательном чтении принят Трудовой кодекс Республики Абхазия. Представил законопроект председатель парламентского комитета по социальной политике, труду и здравоохранению Аполлон Гургулия. Специально созданная рабочая группа трудилась над документом более 3 лет, изучив различные международные трудовые кодексы, а также учитывая моральные и социальные устои Абхазии. Более 22 лет в нашем государстве нет трудового кодекса. Народ давно ждет его принятия, сказал Аполлон Гургулия. Ранее на заседании профильного комитета были учтены все предложенные поправки. Также на заседании сессии был принят законопроект о введении в действие Трудового кодекса Республики Абхазия. Согласно документу, статья 22 Кодекса об установлении минимального размера заработной платы должна вступить в силу лишь в 2019 году. Как подчеркнул, комментируя законопроект начальник государственно-правового управления администрации президента Давид Сангулия, это сделано по объективным причинам, поскольку до этого времени финансовые возможности не позволяют установить месячную заработную плату не ниже прожиточного минимума. По окончании сессии спикер Народного собрания Валерий Бганба объявил, что до 8 сентября парламентарии уходят на каникулы. Вопросам йододефицита у населения Абхазии была посвящена научно-практическая конференция, прошедшая в пятницу в Сухуми. Конференцию организовали Ассоциация медицинских работников и Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Что советуют специалисты, чтобы избавиться от йододефицита? В нашем следующем сюжете. По результатам обследования детского населения беременных женщин Абхазии специалисты пришли к неутешительному выводу об острой проблеме йододефицита в нашей стране, которая имеет отдаленные последствия для здоровья населения в целом. Мы получили достаточно серьезные данные. Считается выраженным йод-дефицитом это экскреция менее 20 мг на килограмм йода. Средним это идет от 20 до 50 и легким от 50 до 100. Значит, из 192 взятых проб у нас только в 8 пробах были нормальные значения йода. То есть это от 100 до 300. 7 детей 100, это нижняя граница нормы, и только один ребенок имел 200 миллиграмм. То есть это средняя норма. У нас отмечались даже пробы менее 10 миллиграммов на килограмм. То есть если до 20 считается тяжелой, можете сами расценить, что такое менее 10. Больше всего йододефициту подвержены дети в период полового созревания и беременные женщины. Дети подвержены от 6 до 12 лет и период полового созревания. У них больше потребность к йоду. И поэтому мы сразу в молодом возрасте ведем профилактику йододефицитных состояний, назначаем группу препаратов йода и иодид калия в суточной дозе. И оцениваем функцию щитовидной железы через 1,5-2 года. Если не происходит рецидива, можно только употреблять в пищу йодированную соль. Недостаток йода в организме может привести к различным последствиям для здоровья и развитию йододефицитного состояния. Йододефицит организма влияет на все органы и системы. Это на кардиологические, может возникнуть ДБС, аритмия, на гематологию, гипохромная анемия, также выпадение волос, возникновение зоба, нарушение менструального цикла также может привести к бесплодию. Некоторые исследования показали, что заболевания тоже могут привести к заболеванию молочной железы. Между тем, проблема йододефицита актуальна не только в Абхазии, но и во всем мире. И проведение подобной конференции даст свои результаты. Дефицит йода, он достаточно сильно ударяет по системам органов организма человека. И явно не прибавляет здоровья нашему населению. Поэтому проблема эта актуальная. Она не только у нас, точнее она во всем мире, и у нас тоже присутствует. Специалисты говорят, что если следовать всем принятым в результате исследования выводам, то проблему йододефицита в республике можно легко решить. Очень серьезная проблема с простым решением достаточно. И мне приятно, что сегодня мы собрались, и эта конференция, она посвящена достаточно узкой проблеме. То есть очень много есть конференций, которые проводятся для того, чтобы осветить просто проблему, рассказать о ней, но иногда бывает, что дальше проблему сдвинуть очень сложно. В данном случае это конкретная проблема, очень узкая, специализированная, и очень простое и легкое может быть решение для выхода из этой ситуации. Но для этого надо сделать самое главное – убедить нам
не только пациентов и родственников, как оказалось, но и своих коллег в том числе. На научно-практической конференции были обсуждены также последствия, которые может привести нехватка йода в организме. Учитывая все исследования, совместными усилиями Ассоциации медработников, Министерства здравоохранения и врачей республики был выработан ряд рекомендаций. Подчеркивалась необходимость комплексного решения проблемы йододефицита в Абхазии, создание законодательной базы по профилактике проблемы, проведение разъяснительной, лечебной и профилактической работ. Врачи призывают к обязательному употреблению в пищу морепродуктов и йодированной соли, чтобы не столкнуться с проблемой нехватки йода в организме. На Алакове, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. На набережной Диаскуров в рамках фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» состоялся концерт «Опера, джаз, блюз». Народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава и джазовое трио Даниила Крамера, известного российского джазового пианиста и композитора, представили программу, в которой классические произведения виртуозно соединились с ритмами джаза. Репортаж Амры Амичба. Хибла Гирзмава продолжает принимать гостей. Собравшимся зрителям во второй день фестиваля посмотреть концерт «Опера, джаз, блюз» гарантированы красивейшая музыка, отличное настроение и никакого дождя. Как видите, сегодня у нас полный зал, абсолютно огромный интерес зрителей. Очень важно, что, несмотря на то, что вчера нас такая настигла гроза, и представление оперы Медеи было прервано и затем было продолжено в Абхазском театре, сегодня я все-таки уверен, что погода будет хорошая, и те, кто наши зрители дорогие, которые вчера промокли под дождем и были вынуждены уйти, к сожалению, сегодня получат огромный заряд удовольствия. Потому что фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает» — это действительно масштабное, беспрецедентное событие в нашей культурной жизни. И очень приятно, что в этом году он организован на столь высоком уровне. Хиблу слушали много раз и в Москве, и здесь, поэтому идем с надеждой и с уверенностью, что все будет замечательно. Поэтому и внучка со мной, который тоже не первый раз слушает. Сегодня здесь все очень красивые, все с положительными эмоциями. Хибла необыкновенный человек. Она дарит необыкновенную ауру всем нам. «Сегодня я не буду у Медеи, это будет другой вечер», — сказала Хибла Гирзмава, открывая концерт. И действительно, оперная дива в этот вечер блистала в исполнении джазовых импровизаций на темы классической музыки. А выступали с ней во второй день фестиваля виртуозы джазового трио: фортепиано Даниил Крамер, бас Сергей Васильев и ударные Павел Тимофеев. Джаз — это импровизация, и Даниил Крамер представил публике зажигательные джазовые импровизации, неожиданные обработки и фантазии на произведения классических и эстрадных композиторов. А джазовые композиции, оперные арии в блюзовой обработке звучат со сцены в исполнении Хиблы Гирзмава голосом, подобным живительному прохладному горному роднику в жаркую сухумскую погоду. Вся программа концерта оказалась построена на контрастах. Здесь и «Аве Мария» Шуберта, и необычная аранжировка «Summer Times» Гершвина, совсем неожиданная еврейская «Хава Нагила». И как-то очень естественно прозвучала в этой компании абхазская народная песня. Не оставила равнодушными зрителей игра фантастического джазового трио Даниила Крамера, который уже не первый год приезжает на музыкальный фестиваль «Хибла Гирзмава приглашает». У выдающегося джазового пианиста с классическим образованием и смелого экспериментатора в Абхазии есть свои поклонники. Лично я обожаю Даниила Крамера, этого великолепного пианиста, который может находить в классическом репертуаре джазовый стиль, а в джазе именно классику, то, что он сегодня и показал. Во втором отделении Хибла Гирзмава предстала перед зрителями в необычном платье, по дизайну напоминавшем нераскрывшийся бутон белой розы. И от этой розы на всю набережную Диаскуров исходил чистый божественный голос. Каждому становится понятно, за что Хиблу называют самой стильной и элегантной оперной певицей России. 2 дня 15-го музыкального фестиваля «Хибла Гирзмава приглашает» прошли на одном дыхании. Но Хибла обещала зрителям, что и в будущем году будет этот амфитеатр, эта сцена и, как всегда, выступления ее друзей, звезд мировой величины, которых народная артистка приглашает на свой ежегодный фестиваль. Амра Амичба, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
15-й фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» завершился, но музыкальная жизнь Абхазии продолжается. 9 августа в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Ачанба выступят молодые и талантливые вокалисты страны «Гранд Опера Гала». Аккомпанировать исполнителям будет Государственный камерный оркестр. Проект организован при содействии Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. Наала Ковы пообщалась с молодыми артистами. Двери Абхазского драматического театра 9 августа вновь откроются для ценителей высокого искусства. «Гранд Опера Гала» – первый большой проект молодых исполнителей, закончивших и продолжающих обучение в ведущих вузах России и других стран. Концерт организован при содействии Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия. В исполнении молодых оперных солистов Наны Черкези, Альдуны Цкуа, Кристины Эшба, Асиды Шака, Элхаса Ферзба, Армена Хачатуряна, Аста Мура Квициня и Саида Габеча прозвучат арии из известных оперных постановок, неаполитанские и абхазские песни. Хотелось бы поблагодарить Министерство культуры Республики Абхазия за поддержку и содействие в организации данного концерта «Гранд Опера Гала», а также информационный спонсор сотовой связи «Аквафон». Концертная программа у нас довольно-таки насыщенная, интересная. Прозвучат произведения великих классиков Верди, Пучини, Масне, Беллини, Доницетти, Чайковский. Я очень надеюсь, что наши слушатели получат колоссальное удовольствие от исполнителей, смогут отдохнуть духовно и отвлечься от внешней суеты. Аккомпанировать будет Государственный камерный оркестр под руководством Давида Терзяна и приглашенных по случаю концерта музыкантов из России. Концерт обещает быть интересным и надолго запомнится абхазскому зрителю. Я хочу выразить отдельную благодарность директору Абхазского государственного драматического театра Адгуру Джейни за то, что он идет нам навстречу, за то, что помогает уже второй год, предоставляет зал, предоставляет театр весь. Спасибо ему огромное, мы очень благодарны. Дорогие друзья, я приглашаю вас на концерт молодых оперных исполнителей Абхазии в Абхазский драматический театр 9 августа в 20:00. Мы будем рады видеть вас. Билеты продаются в кассе Абхазского государственного драматического театра. Всех ценителей классической музыки ждет необыкновенный, насыщенный эмоциями вечер. Наала Ковы, Беслан Шинджери, Абхазское телевидение. Молодежный образовательный лагерь «Лидер-2016» в Ауатхаре завершился. В нем приняли участие 111 молодых людей и девушек. В течение недели у ребят была возможность получить знания, массу положительных эмоций и с пользой провести время. Влюбляться с первого взгляда в горы стало уже традицией. Ребята не успели приехать, как оказались заложниками красоты. Новые люди, новая атмосфера, все вокруг новое. Но это ничуть не смущает, когда речь заходит о молодых, энергичных и целеустремленных людях. Впереди участников ждала весьма интересная неделя. Утро начиналось с фитнеса для девушек, в то время как ребята осваивали боевые искусства. Затем, приободренные, они приступали к основной программе. Первая половина дня образовательная. Лекции по истории сменялись психологическими тренингами, которые, кстати, с удовольствием проходили участники лагеря. Здесь каждый мог выбрать для себя что-то интересное. Те, кто увлечен современными технологиями, нашли себя на семинарах по виртуальной реальности. Творческих ребят увлекла лекция по актерскому мастерству. А физически крепкие участники боролись до последних сил в спортивных состязаниях. Ребята признаются, что данный проект дал им возможность раскрыться с новой для себя стороны. Программа была достаточно хороша. Разницы возрастной никакой не ощущалось, так как все были в одном целом, одной семьей, одной командой. Понравилось то, что все заодно. Пожалуй, эта неделя самая лучшая в моей жизни, признается другой участник лагеря Роберт Аветисян. Огромное спасибо за те неописуемые эмоции и поистине незабываемые ощущения, которые вы нам подарили. Я всем доволен, мне все понравилось, я познакомился с замечательными людьми, и за это я вам очень сильно благодарен.
Наверняка не было бы полноты ощущения без походов. Тут ребятам надо отдать должное. Никто не остановился на полпути. Как и подобает настоящим лидерам, они ставили себе цель, достигали ее и с новыми силами и ощущениями возвращались в лагерь. Ну, очень круто, очень красиво. Спасибо вам. Впечатления крутые. Вы впервые на МЗ? Да. Мы впервые в горах. Да, вообще. Лагерь посетил исполняющий обязанности премьер-министра страны Шамиль Адзинба. Он отметил важность этого события для каждого из участников. Вот то, что вы сейчас здесь делаете, это то, что не дает классическое образование. Да, вот в университете, там, в вузах каких-то, в России. Вот. Это очень серьезное, классное дополнение. Поэтому обнимаю каждого из вас. Благодарю вас за вашу волю, выдержку. Молодцы. В этом году в молодежном образовательном лагере были ребята из Южной Осетии, молодые репатрианты. Весьма активными участниками проекта стали также подопечные благотворительной организации «Кераз». Найти лидера – такова основная цель этого проекта. И она достигнута, отмечают организаторы. Успех проекта в основном зависит, и уже как свершившийся факт можно говорить, что реализован благодаря участникам, их самоотдаче, их самоотверженности, их рвению, желанию бороться, познавать себя, познавать окружающий мир. Поэтому я все считаю, что все получилось и получилось на хорошем уровне. По традиции, к концу лагеря были выявлены лидеры, которых в каждой из 6 групп представили сами же участники. Для выявления лидерских качеств зачастую надо создавать благоприятные условия. Лагерь стал именно такой важной площадкой для дальнейшей самореализации. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. Завершился и молодежный образовательный лагерь «Лидер-2016». Но участники, по их признанию, будут помнить его еще долгое время. Лана Апшилава, Абхазское телевидение. Внимание, розыск. Разыскивается Петунина Надежда Тимофеевна, 1932 года рождения, проживающая в селе Багрыб Гагарского района. 4 июля она ушла из дома и не вернулась. Особые приметы. На вид 80-85 лет, рост 150-155 сантиметров, худощавого телосложения. Страдает потерей памяти. Последний раз Петунину видели на проезжей части центральной трассы Псоу-Ингур в районе села Аныхапста Гагарского района. Если кто-либо знает о местонахождении Надежды Петуниной, просьба позвонить по телефонам 234 11 71 или 234 10 81. И в завершение выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеослужбы, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность, ночью возможен дождь с грозой, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 23-25, днем плюс 33-35 градусов. Температура морской воды плюс 26 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.